2019 год запомнится якутянам важными событиями, которые войдут в историю не только республики, но и всей страны в целом. Так реализовались такие крупные масштабные инфраструктурные проекты, как запуск газопровода «Сила Сибири» на Чандинском нефтегазоконденсатном месторождении. А со станции Нижний Бестях впервые за 40 лет по железной дороге отправился пассажирский поезд. Помимо этого, с мертвой точки сдвинулся вопрос реализации строительства моста через реку Лену в районе Якутска. И это является, пожалуй, самым важным и значащим событием уходящего года. Сегодня мы постараемся объяснить, почему. Согласно паспорту проекта, Ленский мост будет вантовым. Его протяженность составит 3 километра 120 метров. Протяженность подходов к мосту составит 10 километров 900 метров. Дорога будет двухполосной. Стоит отметить, что дорога на мосту относится ко второй категории. А это значит, что он не будет скоростным. Прогнозная интенсивность движения превышает 5000 автомобилей в сутки. Стоимость строительства моста по предварительным расчетам составляет 83 миллиарда рублей. Проект предполагается реализовать на условиях государственно-частного партнерства. Что касается тарифов на проезд по Ленскому мосту, то плата будет взиматься только с больших грузов. За проезд легковых транспортных автомобилей до 3 тонн плата взиматься не будет. Проезд для грузовых машин составит от 944 до 2018 рублей в зависимости от их габаритов. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся 3 федеральные трассы – Вилюй, Лена и Колыма. Ленский мост станет основной частью северного широтного хода, который соединит Западную Якутию с Магаданом. Кроме того, это позволит повысить транспортную доступность региона до 83%. К слову, сейчас она составляет лишь 23%. Не забываем и про северный завоз. Только на него затраты снизятся на 4 миллиарда 100 миллионов рублей. В целом, эффект от ввода объекта позволит увеличить объем валового регионального продукта на 2,5–3%. Где же, собственно, будет находиться мост? Его построят в самом узком месте из тех, где возможно строительство мостового перехода. Речь идет о территории рядом с селом Старая Табага. Ширина русла там составляет 2,5 километра. В городе Якутске она расширяется до 5,7 километров. Если идти вниз по течению, то и вовсе превышает 20 километров. Поэтому это место является самым оптимальным. Как такая масштабная конструкция поведет себя при наших экстремально низких температурах и выдержит ли испытание весенним половодьем, расскажет нам директор инженерно-технического института СФУ, доктор технических наук Терентий Корнилов. Сегодня, я думаю, в принципе, технологически и технически возможно строительство такого вантового моста и в наших условиях. Да. Но при этом надо, конечно, учитывать в первую очередь грунтовые условия, само собой. Да. Второе – это перепад температуры, так как коэффициент температурного расширения у стали достаточно высокий. Например, если пролет моста предусмотреть 300 метров, то у нас перемещение будет составлять порядка 30 сантиметров. То есть с учетом вот этих всех температурных деформаций должен быть выполнен проект. Да. И еще один момент появляется здесь, кроме грунтовых условий и температурных воздействий, да, это, естественно, ветровые воздействия. Да. Здесь будут применяться, например, если, например, пролет будет составлять там порядка 1 километра, то пилон должен составить примерно, то есть это высота вот этой опоры должен составлять порядка 200 метров. При такой высоте достаточно большие, значит, ветровые воздействия будут оказываться. То есть должны еще расчет выполнять на динамические воздействия. Да. И еще один момент возникает. Значит, если сегодня мы обычные здания рассчитываем на сейсмичность 6 баллов, то спецсооружения, такие масштабные сооружения, как мост, придется выполнять расчеты проектирования с учетом сейсмических воздействий на 8 баллов. То есть это согласно нормам. Это достаточно высокий балл. И, естественно, при такой высокой бальности опоры и другие конструкции должны, естественно, учитывать погашение при каких колебаний, при каких-то сейсмических воздействиях. Ну и, кроме того, конечно, в конструкциях должны применяться высокопрочные стали специальные, низколегированные, которые приспособлены для эксплуатации при низких температурах. И стали, и конструктивные элементы, все узлы и так далее, они должны отвечать, естественно, условиям, точнее, не допускать хрупкого разрушения, да, при низких температурах и при динамических воздействиях от ветра.
Терентий Афанасьевич, большое спасибо за такое разъяснение. Ну а я напомню, что проектирование моста должно занять 2 года. А начало строительства запланировано на 2021 год и продолжится до 2025 года. На такой позитивной ноте мы завершаем наш 2019 год.